Представьте 12 веков войны, как одну длинную смену караула. Перед нами сначала дружинник Киева в кольчуге, затем московский всадник со степным луком, петровский солдат в европейском кафтане, имперский пехотинец, красноармеец и боец цифровой эпохи. Но это не одна непрерывная армия. Государства, центры власти и военные традиции менялись, сталкивались и заимствовали друг у друга. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите, чей облик кажется вам самым самобытным и самым грозным. Начало этой истории не Москва и не Российская империя, а Киев конца 9 века. Именно сюда сходились речные пути, здесь княжеская власть собирала дань, торговала с Византией и выводила дружину в поход. В строю не было одинаковых кафтанов и гербов на каждом щите. Богатого дружинника выдавали кольчуга, добротный шлем, меч и конь. Менее знатного – копье, топор, лук и стёбаная защита. Рядом могли стоять люди со скандинавским оружием, местными щитами и степным конским снаряжением. Русь уже тогда была перекрестком, но ее политическое сердце находилось в Киеве. Поэтому превращать киевского воина в первого солдата России все равно, что назвать римского легионера первым итальянским карабинером. Культурная связь есть, но прямой армии и государства еще нет. Когда власть Киева ослабла, военные дороги разошлись. На юго-западе собственную линию продолжили Галич и Волынь. На северо-западе Новгород жил как богатая торговая республика, а в рисах северо-востока усиливались Владимир и Суздаль. Москва появилась внутри именно этого северо-восточного мира. Она не выросла из Новгорода и не получила из Киева готовую армию вместе со знаменем и оружейными складами. Связь сохранялась через династию, православие, язык и память о Руси. Но политически и военно Москва формировалась уже в совершенно других условиях. Все изменило монгольское нашествие XIII века. Прежний мир княжеских дружин столкнулся с огромной степной системой, способной быстро собирать конницу, контролировать дань и управлять зависимыми землями. Северо-восточные князья учились выживать внутри ордынского порядка, а Москва постепенно научилась использовать его эффективнее соседей. Из этой среды вышел воин, который все меньше напоминал дружинника Киева. Московский служилый всадник 15 и 16 веков мог носить кольчугу или пластинчатый панцирь, высокий восточный шлем, саблю, составной лук и саадак со стрелами. Его преимуществом была не тяжелая лобовая атака западного рыцаря, а подвижность. Приблизиться, обстрелять противника, отступить, ударить с фланга. В войске служили татары, казаки, степные князья и люди присоединенных земель. Московия не стала полной копией Орды, но без монгольского, тюркского и более широкого азиатского влияния ее военный облик невозможно понять. Даже власть здесь выглядела иначе. Князь раздавал землю за службу, требовал явиться с конем и вооружением, а войско собиралось как огромная сеть личной зависимости. Москва перенимала удобные для нее степные методы, одновременно сохраняя православную символику и собственные традиции северо-восточной Руси. Получился не чисто русский и не полностью монгольский образ, а особый московско-евразийский сплав. Воин мог молиться перед походом в православном храме, носить восточную саблю, сражаться рядом с татарской конницей и подчиняться двору, чьи правила складывались в постоянном общении с ханствами. В середине 16 века в кадре появляются стрельцы, первая хорошо узнаваемая постоянная пехота московского государства. Длинный цветной кафтан, высокая шапка, тяжелая пищаль, пороховая перевесь и бердыш создавали эффектный, почти театральный силуэт. Но стрелец не был солдатом европейского типа. Он жил в собственной слободе, мог заниматься ремеслом и торговлей, а службу передавал сыну. Рядом продолжали действовать поместные всадники, казаки, татарские отряды и иностранные специалисты. Только в 17 веке появились полки нового строя, где мушкетеров, драгун и рейтер обучали западные офицеры. К приходу Петра армия уже стояла одной ногой в Европе, но второй все еще прочно держалась в степном и московском прошлом. Петр I вошел в эту историю не как правитель, который просто заставил людей сбрить бороды и надеть чужие кафтаны. Он решил сломать сам механизм старой службы. Поражение под Нарвой показало болезненную правду. Одной храбрости недостаточно. Если войско медленно собирается,
Офицеры учатся прямо в бою, а оружие и снабжение зависят от случая. Государство начало считать рекрутов, шить одинаковую форму, выпускать стандартные ружья, готовить артиллеристов и строить флот. Старый московский всадник, который являлся на службу со своим конем и саблей, уступал место солдату, чья сила заключалась не в личной удали, а в способности действовать как часть огромной машины. Европейский мундир выглядел почти празднично. Зеленый кафтан, цветные обшлага, чулки, башмаки и треугольная шляпа. Но за этой красотой скрывалась беспощадная практичность. Кремневое ружье со штыком делало пехотинца одновременно стрелком и копейщиком. Барабан задавал движение, офицерская команда заменяла личную инициативу, а несколько сотен людей должны были зарядить оружие и дать залп, словно один человек. После победы под Полтавой стало ясно, что новая система работает. Россия вошла в круг европейских военных держав, однако внутри ее армии по-прежнему служили казаки, башкирская и калмыцкая конница, кавказские и степные отряды. Петр не стер азиатское наследие, он накрыл его европейской дисциплиной и направил на имперское расширение. К началу XIX века российский пехотинец стал одной из самых узнаваемых фигур Европы. Темно-зеленый мундир, высокий кивер, белые ремни, тяжелый ранец и длинное ружье делали его впечатляющим на параде. Но война с Наполеоном быстро стирала блеск. После многодневного марша ремни серели от пыли, шинель превращалась в одеяло, красивый кивер мешал наклоняться, а судьбу солдата решали уже не пуговицы, а целые сапоги, кусок хлеба и сухой порох. Чем дальше армия уходила от столицы, тем меньше она напоминала парадную картину. Именно здесь яркий мундир начал медленно проигрывать практичной полевой одежде. Окончательно иллюзию разбила Крымская война. Российские полки все еще умели стойко атаковать, но против них работали нарезные винтовки, паровые корабли, железные дороги, телеграф и более современное снабжение. Красивый солдат оказался частью устаревшей системы. После поражения начались реформы. Служба стала массовой, оружие дальнобойнее, обучение серьезнее, а форма проще. Вместо героя в тесном мундире появляется человек в гимнастерке, сапогах, фуражке и шинели. Его одежда больше не должна была показывать богатство империи. Она должна была выдерживать дождь, мороз, грязь и тысячи километров похода. Русско-японская война добавила в этот образ окоп, пулемет и защитный цвет. Первая мировая завершила превращение. Гимнастерка хаки, противогаз, саперная лопатка, гранаты, стальная каска и патронные сумки стали важнее эполет и цветных воротников. Солдат больше не должен был сиять в строю. Он должен был раствориться в земле и пережить артиллерийский обстрел. Армия теперь требовала не только людей и ружей, но фабрик, поездов, госпиталей, телефонистов и миллионов запасных. Когда в 1917 году рухнула монархия, исчез не просто старый мундир. Рассыпалась вся государственная машина, которая его шила, снабжала и отправляла на войну. Красная армия родилась среди складов, где еще лежали остатки империи. На одном бойце была царская шинель, на другом – кожаная куртка, на третьем – папаха, снятая с чужого плеча. Единого образа не существовало, потому что сама страна была расколота. Постепенно из хаоса появились буденовка, цветные петлицы и красная звезда. Но под этой звездой служили представители десятков народов. Советская армия не была исключительно российской. Ее формировали украинцы, россияне, белорусы, казахи, грузины, армяне и множество других народов Союза. Ее победы, поражения и миллионы погибших невозможно честно записать на счет одной современной страны. Во Второй мировой внешний вид бойца вновь подчинился одной цели – пережить следующий день. Гимнастерка, сапоги, вещмешок и стальной шлем были простыми, потому что их требовалось выпускать миллионами. Зимой добавлялись телогрейка и ушанка, летом оставалась выгоревшая хлопчатобумажная форма. Командир нес пистолет-пулемет, связист – катушку провода, сапер – лопату и заряд. Но все они жили в мире танков, артиллерии и постоянной нехватки времени. Возвращение погон в середине войны стало символичным. Советская власть, когда-то отвергнувшая империю, забрала часть ее военного языка обратно. После войны солдат шагнул в атомную эпоху.
Противогаз висел рядом с автоматом Калашникова. Защитный плащ должен был спасти от заражения, а колонна бронетехники – пережить удар и продолжить наступление. На параде эта армия выглядела идеально одинаковой, но настоящие войны снова ломали стандарт. В Афганистане тяжелые сапоги уступали кроссовкам, неудобные штатные подсумки – самодельным разгрузкам, а в вещмешке появлялись дополнительные фляги и трофейное снаряжение. Камуфляж, бронежилет и свобода движения становились важнее безупречной строевой выправки. После распада Советского Союза российская армия получила огромные склады, но не получила готового будущего. В Чечне бойцы смешивали старые каски, разные камуфляжи, случайные бронежилеты и купленные самостоятельно разгрузки. На экране это выглядело не как единая современная армия, а как остатки нескольких эпох, собранные в одном окопе. Позднее появились новые шлемы, цифровая форма, современные радиостанции, прицелы и комплект «Ратник». Казалось, что солдат наконец превращается в оснащенный боевой модуль, где оружие, защита и связь работают как единое целое. Российские вооруженные силы действительно прошли несколько волн постсоветской модернизации. Но полномасштабная война против Украины снова столкнула витринный образ с реальностью. Рядом с заводским снаряжением появились гражданские рации, коммерческие дроны, волонтерские аптечки, самодельные экраны и импровизированная защита. Современный боец оказался на поле, где первым его замечает не вражеский разведчик, а камера беспилотника. Теперь важны не блестящие сапоги и ровный строй, а маскировка, рассредоточение, связь, защита от осколков и способность покинуть позицию до следующего удара. Российская армия развивает беспилотные подразделения, радиоэлектронную борьбу и новые способы наведения артиллерии, одновременно сохраняя централизованную командную культуру советского типа, что приносит огромные потери среди личного состава. И если поставить рядом дружинника Киева и современного российского военнослужащего, между ними не окажется прямой и непрерывной линии. Между ними стоят распад Руси, власть Орды, возвышение Московии, европейские реформы Петра, многонациональная империя, Советский Союз и постсоветская Россия. Это история не вечной армии одного народа, а история постоянного заимствования. Киевская дружина брала лучшее у севера, Византии и степи. Московия училась у Орды и татарских ханств. Петр развернул ее к Европе. Советская система превратила войну в массовую промышленность, а цифровая эпоха подняла над окопом дрон. Менялась форма, менялось оружие, менялись государства, но каждое новое войско собиралось из обломков и опыта предыдущего.